Ледовый городок на центральной городской площади, как символ главного зимнего праздника в нашей стране, традиционно переживает самые оживленные дни по прошествии основного торжества. Позади остаются последние рабочие и учебные будни ушедшего года. Для всей занятой части городского населения наступает беззаботный период новогодних каникул, время, в которое можно погрузиться в сказочный мир ледяных скульптур и разноцветных огней гирлянды. Однако удалось ли в этом году подарить сибайцам новогоднее настроение? Многие посетители ледяного городка склонны сравнивать убранство нынешней площадки с ледовым изобилием прошлых лет, отнюдь не в пользу первого. А вот приезжие, например, с восторгом отмечают, что ничего подобного в своих краях им видеть не приходится. Да, красиво все, нравится. Вечером приходила, все так красиво. В этом году на самом деле, да, меньше как-то фигур. Но все равно интересно. Каток нравится. Каток чистится каждое утро. Очень даже замечательно. И главное, там есть детям где погреться. Каток нравится. Я месяц как в гостях здесь, из Балакова. И я никогда не видел, я первый раз вижу вот это все, вот это из-за льда. Я никогда не видела, что вот так из льда можно все сделать. И что так, и там вот, как вот, не знаю, как назвать, лампочки горят. Говорю, как вот туда лампочки провели, свет горит. В этом году, конечно, поскромнее, чем предыдущие года. Ну, ничего, для себя это хорошо. Украшением центральной площади в этом году служит статная и величественная елка, ледяные фигуры Снегурочки и Деда Мороза, символ наступившего года собака, еще несколько скульптур, фигурная ограда по периметру и две горки, ледяная и сколоченная деревянная. Внушительную площадь вот уже второй год занимает каток, организованный коллективом многофункционального центра Зауралья по инициативе движения «Вперед, Сибай». Количество скульптур поубавилось, зато предложенный спектр зимних забав представляет для сибайской детворы настоящее раздолье. Как часто сюда приходишь? Каждый день. Каждый день? Да. А на какой горке ты катаешься обычно? На большой, на маленькой и на этой. На всех. Я тут катаюсь на горках, с друзьями гуляю тут. Мы здесь с горкой катаемся и в лабиринте играем. Большинство из запрошенных нами детей вооружается ледянкой и посещает площадь на ежедневной основе. К слову, некоторые из ребят и вовсе обходятся без скользящей подложки, предпочитая спускаться в положение стоя, балансируя на ногах. Такое поведение чревато травмоопасными падениями и строго запрещается согласно установленным правилам безопасности на объекте. Боимся, конечно, контролируем, чтобы вот на большую не лезли. А они у вас на маленьких? Они здесь, да, вот. Но лезут все равно, если чуть проморгаешь. Всего в период новогодних каникул с 30 декабря по сегодняшний день в травматологическое отделение ЦГБ поступило порядка 7 обращений от детского населения. При этом ни один случай не является следствием активного зимнего досуга. Специалисты призывают горожан и впредь сохранять должную бдительность, принимая во внимание потенциальную травмоопасность подобных развлечений. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.